Вход свободный, выход в никуда. Чтобы понять, что чувствует наркоман, достаточно просто пройтись по этому коридору. Темнота, мерцающие огни, зловещая атмосфера. Именно так и живут наркоманы. И нет, это не такие люди, как, например, на этих фотографиях. Это наши друзья. Нельзя знать, что такое наркомания. Пока вы не знаете, вы находитесь в безопасности. Беззаботное детство, планы на будущее, представление, которое мало кто связывает с наркотиками, но реальность вносит свои коррективы. За последние 7 лет средний возраст зависимых снизился с 33 до 29 лет. Это говорит о том, что происходит неуклонное омоложение наркомании. На учете в регионе сейчас около 2000 человек, из 100 не вылечиваются 96. Хочешь стать одним из них? Сделай правильный выбор. Еще год назад цифры были на порядок ниже. Причин несколько. Во-первых, наркотики сейчас намного дешевле, да и способ их приобретения стал еще проще. Если раньше для этого нужно было иметь наличные или хотя бы минимальные знакомства в криминальной среде, то сегодня купить наркотические средства можно, расплатившись посредством электронных кошельков, либо через мессенджеры. Именно из-за доступности и растет число зависимых от психотропных веществ, делятся эксперты. Большее, чем количество инвалидов Второй мировой войны. В России число официально зарегистрированных наркологических больных составляет 2,5% от общей численности населения. Это свыше 350 тысяч человек. Нетрудно представить, что бы нам показала реальная статистика. Причин много, а вот последствия однозначные. Деградация, болезни, смерть. Это капкан, из которого невозможно выбраться. Лечение – это только 5%, остальное зависит от воли и силы духа человека. После реабилитации необходимо еще как минимум 3 месяца приходить в центр, чтобы делиться с новичками своим опытом. На полное восстановление нужно около 5 лет, но даже тогда вы находитесь в зоне риска, говорит Рашид Арсханов. Но это не значит, что вот человек прошел реабилитацию, он что-то научил, это не значит, что он полностью излечивается. Да, у него бывает там, может быть, рецидив, он может сорваться. Опять же, большинство срывов бывает из-за того, что человек не соблюдает определенные рекомендации, которые даются в центре, и не соблюдает границы, которые он должен устанавливать себе сам в своей голове. Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков отмечается ежегодно 26 июня. Центр театра, кино и креативных индустрий проводит мероприятие, приуроченное к этой дате. Занятие творчеством и спортом в целом позволит полностью занять молодежь, исключить даже самую малую вероятность угрозы наркотиков. Об этом говорит директор творческого центра Мадина Дзортова. Все делают для того, чтобы молодежь наша чем-то занималась, она была заинтересована в том, в чем-то. И какие-то вот, даже сейчас действительно невозможно равнодушно смотреть на эти рисунки, которые сегодня подготовили наши воспитанники. То есть они занимаются в художественном кружке. И каждый, вот вы знаете, как почерк писателя, да, вот каждый ребенок, он имеет свой почерк. И действительно, они, когда рисовали это, они думали о этой проблеме. Ученики Центра театра, кино и креативных индустрий, которые принимают участие в художественной выставке, действительно понимают важность проблемы. Наркотики – это зло. Человек просто, можно сказать, он уничтожил себя, уничтожил свой организм. Испортил. Ему сейчас ничего не интересно. Ему не интересен мир, не интересны люди. Проблема с наркоманией будет существовать до тех пор, пока есть желающие обогатиться и те, кто ради мимолетного удовольствия готовы загубить свое будущее. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Ингушетии говорит, что в регионе предприняты все меры по борьбе с распространением вредных препаратов, включая лекции с богословами. По статистике у нас самое низкое количество злоупотребляющих на 100 тысяч населения. В среднем по СКФО это 120 человек. В среднем по Российской Федерации это 150 человек на 100 тысяч населения. Поэтому, исходя из этого, будем считать, что это высокая религиозность и менталитет вкупе способствует тому, что у нас все-таки меньше наркопотребителей. Любой наркозависимый в России может получить амбулаторное лечение анонимно, предоставив анкетные данные. Врач-нарколог выпишет рецепт. Главное – иметь желание вновь обрести свободу. Амина Зязикова, Муслим Арчаков, Магаз 24.